Последние годы наметилась одна такая яркая тенденция – это романтизация образа абреков. И она касается не только осетин, но и всех народов Кавказа. И вот я бы хотел бы здесь расставить точки над «и». Феномен абречества стоит разделить на две большие эпохи. Изначально абрек – это все-таки тот человек, который пошел против своих односельчан, против своих родственников, против своего клана. Причин для такого противостояния со своими же, с некогда близкими людьми было множество. В повести грузинского писателя Александра Казбеги «Хевесбери Гоча» описывается история, когда главный герой Гоча, забирая невесту для своего друга, влюбляется в нее. Все события, они вот развиваются как раз-таки вокруг этого, с одной стороны, предательства своего близкого друга, с другой стороны, попытки разобраться в собственных чувствах. Этот повод, он довольно романтизирован тоже, и он довольно часто встречается в русской литературе, кавказской литературе, когда вот любовь становится главной причиной ухода человека в абреки. Но на самом деле причины для ухода в абречество было множество, и они были гораздо более прозаичны. Например, если вспомнить Када Кочермене, то он ушел в абреки против своей фамилии, против Тулатовых и всех кубанцев из-за того, что его ближайшие родственники оскорбили его, посчитали кавдосардом и не выделили земельный надел, который ему полагался. И долгие годы вместе с джейраховцами он возглавлял набеги на некогда своих же соплеменников. Если вспомнить у Руслана Бзарова, где он в сборнике о кадагах о Чермене, там есть некоторые кадаги, где говорится, что Чермен не давал ни женщинам, ни подросткам подойти к мельницам или подойти к родникам. Их или убивали, или похищали. Он грабил собственное ущелье. Это была такая месть всем его бывшим соплеменникам за то, что они оскорбили его. И он действовал абсолютно по-абречески. То есть на тот момент он был врагом своего сообщества, некогда близких ему людей. Потом же, когда Тулатовы все-таки решили выделить ему земельный надел, простить его, попросили его вернуться, лишь бы он прекратил набеги на кубанцев, он вдруг зажил спокойной мирной жизнью, вопрос был урегулирован, никто ему никаких претензий за его былые действия не предъявлял, потому что в рамках того архаичного общества они казались все-таки справедливыми. Он боролся за свое личное, и впоследствии он, конечно, был убит, опять же, Тулатовыми. Это две самые яркие истории. А мы можем найти множество документальных свидетельств, каких-то записанных историй о том, почему уходили люди в абреки. Чаще всего это был имущественный спор или же конфликт, который разгорелся, вылился в публичное оскорбление, и у человека не было другого выхода, как уйти в абреки, или же это мог быть некий протест против правил общества, в котором ты живешь. И, как правило, абреки становились злейшими врагами своего же сообщества, потому что человек ушел в лес, далеко он уйти не мог, ему надо было как-то жить, пропитание в лесу находить довольно сложно. И поэтому первое, чем они начинали промышлять, это грабить, и, как правило, грабить своих же. Часто могли брать людей в заложники ради выкупа. В 17 веке и начале 18-го термин абрек, он носил у кавказцев скорее негативный контекст. Потому что это были разбойники, люди, которые не смогли нормально жить со своим социумом, которые вышли из социума и стали бороться против своих же, грабить, убивать. В связи с этим мне хотелось вспомнить рассказ Ахмеда Цаликова о жизни абрека. И я просто вам зачитаю оттуда несколько фрагментов, чтобы было понятно, что нельзя сказать, что абреки, они все были злые. Но жизнь в лесу их делала такими, что если изначально у них был справедливый протест, то в какой-то момент их сердце становилось жестоким, и их уже ничего не могло остановить. Ненависть, злоба затмевала им глаза. В начале этого рассказа абрек Сосламбек попадает в горскую Саклю, где его, как гостя, принимают, кормят и подчивают. И девушка Дзамирет, сестра того, кто принял абрека Сосламбека к себе в гости, накрывает стол, традиционно остинский стол на 3 ногах. Пока он пил стакан, утолял жажду, он смог бросить на нее взгляд, и он влюбился в нее. Незнакомец поднял глаза на девушку, и что-то странное на одно только мгновение сверкнуло в его холодных, пронизывающих, будто отливающихся сталью глазах. Девушка слегка вспыхнула и опустила голову. Уходя из этого дома, абрек Сосламбек говорит, что он будет благоволить этому дому. Пока Сосламбек жив,
Сосланбек, которого народ зовет волком лесов, он не забудет гостеприимства, оказанного ему под этим кровом. Самое интересное, что вот брат и сестра, они не понимали, кого они принимают у себя в гостях. И поэтому, когда он уходит, он слышит крик изумления, который вырвался из груди юноши и его сестры. Сосланбек, Абрек Сосланбек. Это тот знаменитый Абрек, которого боится все ущелье. Далее этот рассказ берет неприятный оборот. Мы узнаем имя молодого юноши, который когда-то принимал Сосланбека в гостях. Его зовут Бацко, и его сестру похитили. Это довольно часто происходило в горах, потому что девушка-красавица, она всегда была, извините меня за некорректность, но все-таки ценным ресурсом в горах. За нее боролись, за нее дрались, и те, кто не мог, согласно адатам, получить себе в жены красивую девушку, они их похищали. Но иногда похищали не для того, чтобы жениться, а для того, чтобы сделать своей рабыней. Опять же, не стоит романтизировать средневековье на Северном Кавказе. Я надеюсь, что когда-нибудь снимут сериал, что-то похожее на «Игру престолов», но о событиях на Кавказе, и он должен быть довольно жестокий. Пока Бацко ищет свою сестру, он встречает Абрека Сосланбека. И Сосланбек выполняет обещание, он помогает найти ему Дзамирет. Он убивает людей, которые ее похитили. Схватка продолжалась недолго. Двое лежали у костра бездыханными, только третий еще слегка шевелился и жалобно стонал. Бацко кинулся в шалаш к сестре. А Сосланбек остановился над раненым, плюнул ему в лицо, затем выхватил кинжал и отрубил ему ухо. Приложив это ухо к дереву, он прикрепил его ножом. Толкнул ногой в бок распростертого врага и сказал со скрежетом: «Собачий сын, издыхай собачьей смертью». Он медленно и почти благоговейно вошел в шалаш. Дзамирет умирала, а около ее изголовья рыдал Бацко. Она не могла перенести бесчестия. Увидев Сосланбека, она протянула к нему руку и ослабевшим, прерывающимся голосом сказала: «Сосланбек, ты помнишь ту ночь, ночь бури? Ты ушел. Я ждала, но ты больше не приходил. Явились собаки и осквернили мое тело». А потом она схватила за шею брата, склонившегося над ней, и уже почти едва слышно прошептала: «Прощай, Бацко, прощай». Замереть не стало. Крик горести и бешенства огласил лес. Это кричал, рыдая, проклиная судьбу, Абрек Сосланбек. Тут надо отметить, что Сосланбек все это время мечтал завершить свою абреческую жизнь. Вообще каждый абрек, он становился абреком по неволе. Никто не хотел вести такое существование, это довольно тяжело. И каждый абрек втайне всегда мечтал закончить это. И абрек, когда увидел Дзамирет, он стал все чаще и чаще думать, как бы завершить эту историю, эту часть его жизни, абречества, взять ее в жены и уехать куда-нибудь в Стамбул. Но этому не суждено было сбыться, потому что пока он об этом думал, Дзамирет похитили, изнасиловали и убили. Но дальше что происходит с Сосланбеком? Он уже становится безудержным убийцей, не жалеет никого. Страшных дел наделал Сосланбек, его сердце не знало жалости, он не щадил ни детей, ни женщин, будто дьявол вселился в его душу. Но не мог народ избавиться от кровожадного разбойника. Но вот пропал Сосланбек, исчез неведомо куда. Однажды охотники нашли в глубокой пропасти обглоданный волками труп человека. Вот этот рассказ Ахмеда Цаликова, он очень хорошо показывает жизнь и судьбу абрека. Абрека в том самом смысле, который был изначально. Абрек – это тот, кто шел против своих, уходил в лес, и его участь, она была печальна. Скорее всего, он погибал в лесу, и его труп съедали животные. Ну, это, наверное, самая страшная смерть, которую можно представить. И тогда, в те времена, в 17-18 веке, говорить о романтизации образа абрека, там нечего было романтизировать. Это страшная судьба, это страшная участь. Да, это были удалы, разбойники, но их никто не любил, их никто с радостью не встречал. И даже в этом рассказе Абрек Сосланбек сначала не признался, кто он такой. Он только, когда уходя, сказал, что теперь Абрек будет помогать этому дому в случае необходимости. Но до этого нет, он об этом промолчал, потому что Абрек – это враг. Но история, она начинает потихоньку меняться. Начинается Кавказская война. Русские войска продвигаются вглубь Кавказа, и начинается борьба. И тут уже образ абрека меняется. Абреками становятся не те, кто пошел против своих соплеменников, а те, кто прошли против государства, против российского мощного государства. И тут надо отметить, что даже русские писатели стали романтизировать абреков, потому что российское государство, оно невероятно сильное, мощное. Сколько рассказов написано о том, насколько она несправедлива, устройство этой империи. И вот тут уже начинается эпоха романтизации абреков, которые борются уже не за свое личное против интересов своего сообщества, а те, которые борются за свое
и за интересы своих соплеменников против жестокого государства. Соплеменники часто живут спокойно, они боятся выступить против государства, потому что им придется понести наказание. А Абрек, он идет ва-банк. У Валерия Дидзоева есть очень хорошая статья, которая называется «Абречество как форма социального сопротивления на Кавказе во второй половине XIX века». Осетинское абречество во второй половине XIX века чаще носило характер социального протеста, специфическую форму сопротивления властям. Наиболее известные и популярные в народе абреки, как правило, разбойничали, грабили и убивали ненавистных помещиков и одиозных представителей власти не столько ради личной выгоды, сколько борясь против существующих порядков, где господствовали социальный и национальный гнет, несправедливость, нищета большинства населения и неслыханное богатство меньшинства. Вот, например, в Южной Осетии противостояние абреков, оно носило этнический характер. Наиболее богатые все-таки были грузины. Они пользовались благами Российской империи гораздо более эффективно, чем осетины. Естественно, действия абреков были направлены против помещиков, а помещиками в Южной Осетии были только грузины. Точнее, претендовали на Южную Осетию только грузины. Но у них не всегда это получалось, поскольку абреки очень эффективно убивали грузинских помещиков. Например, мой предок Илико Пухаев, по легенде, по песне, он убил 15 грузинских полковников. Ну, скорее всего, 15 людей из привилегированного грузинского сообщества. Ну а на севере абреки чаще всего боролись с алдарами, представителями привилегированного сообщества Северной Осетии или же российскими властями. Стоит отметить, что образ абрека очень активно использовали коммунисты в своей пропаганде, потому что в их версии абреки, они боролись за социальную справедливость. Хотя это на самом деле тоже не всегда так, но со стороны выглядело правда так. Абреки — это те, кто, скажем, кого не устраивал царский режим, и поэтому образ абрека всячески героизировался. Достаточно вспомнить фильмы, которые снимали в советское время, достаточно вспомнить историю с чеченским абреком Зелимханом, которому посвящали книги, рассказы, романы. Он стал символом борьбы против царского режима на Кавказе и всячески использовался советской пропагандой. У нас есть две истории. Абрек изначально разбойник-скиталец и абрек народный герой. К сожалению, в последние годы вот первая история, первая часть, она отметается, про нее забывают, что не совсем правильно, потому что мы не должны смотреть на историю одномерно, мы должны воспринимать ее в комплексе. И мы должны вот феномен абречества рассматривать как его истоки, так и то, к чему это пришло. Это вот такой небольшой нюанс, который бы я хотел добавить в свой блог. Я добавлю ссылки на то, что я здесь процитировал, и я думаю, что, может быть, тему абречества мы продолжим в ближайшем будущем.